Диплом ИНН СНИЛС. Вот. По специальности, если у нас будет работа, мы вам предложим. Студентка 3-го курса Эсет Кутиева впервые проходит серьезное собеседование. Повар, визажист, ни одна из свободных вакансий не подходит будущему юристу. Впрочем, девушка не расстраивается, ведь до окончания колледжа еще 2 года. И, возможно, к тому времени найдется подходящая вакансия. Тем более, что у Эсет уже есть конкретная цель. Очень хотелось бы работать именно в органах соцзащиты населения. Очень интересная профессия, много всего узнаешь. Сегодня в рамках практики студентов аграрного техникума, обучающихся по специальности юрист, знакомят с азами будущей профессии. Однако большинство ребят все же решили заранее подыскать себе работу. К удивлению многих, юристов никто не ищет. Таких специалистов, равно как и квалифицированных психологов, экономистов, согласно статистике, значительно больше, чем представленных вакансий. Вот и Саид Гадаборшев серьезно задумался о том, чтобы сменить профессию, хотя с детства мечтал стать прокурором. Если не будет вакансий, я буду учиться на других курсах, программист, да, пойду, или на высшее пойду. Так какие же профессии сейчас востребованы? Согласно статистике Центра занятости, больше всего предложений о работе поступают на технические профессии. Из 92 вакансий больше половины работодателей ищут водителей, штукатуров и кондитеров. Не менее востребованы медицинские специальности. С открытием в регионе ряда медучреждений в республике появился явный дефицит специалистов узкого профиля. Завод ВИЛС к нам обратился с такими вакансиями, как бы фрезеровщик, токарщик, газоэлектросварщик, там, кровельщик, вот такие вакансии. На такие вакансии тоже мы сейчас по нашей базе пробиваем безработных. Чтобы не терять время на ожидания, молодые специалисты предпочитают переквалифицироваться. Только за последние 2 месяца Центром занятости на обучение направлено 122 человека. По специальностям визажист, повар, парикмахер, водитель, бухгалтер, плиточник, штукатур, маляр, пекарь. Такая востребованность связана с открытием новых объектов в республике. К примеру, с момента запуска швейного цеха в регионе появились сотни рабочих мест, причем с предварительным обучением. На данный момент уже заключено 10 договоров. Мы планируем на следующий год создать около 100 рабочих мест. Вакансии – это швеи, это закройщик, человек, который дублирует детали одежды. Впрочем, найти работу по специальности не такая уж и сложная задача. Так, частная школа «Гений детства» предлагает вакансии преподавателей. В течение недели нам удалось связаться с нашими безработными гражданами, которые подходят по заявленным вакансиям, и направить их на работу. 3 мы уже трудоустроили по специальностям физик, математик и воспитатель. Место психолога еще вакантное. Чтобы в регионе не было дисбаланса между специалистами и свободными вакансиями, в Центре занятости уделяют особое внимание профориентации выпускников школ. Более 500 школьников в этом году прошли такие курсы. Открытые уроки помогают учащимся определиться с выбором будущей профессии. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24.